Стегаеву Марию Витальевну. Тема сообщения о необходимости единого подхода к формированию электронных ресурсов и организации доступа пользователей из опыта президентской библиотеки. Уважаемые коллеги, я заранее прошу прощения за отсутствие презентации, но мне бы хотелось сказать, что, безусловно, форсайт-сессия, которая посвящена созданию финно-угорского библиотечного информационного центра, как примера, прежде всего, партнерства финно-угорских и северных библиотек в области межкультурного взаимодействия, охватывает достаточно широкий спектр проблем, которые актуальны и для президентской библиотеки. Ну, как вы знаете, мы являемся первой российской библиотекой, в которой успешно реализуется модель, различные, я бы сказала, модели, и в том числе связанные с интеграцией и кооперацией учреждений. И, конечно же, в своей части я хотела бы представить, сделать акцент на содержательном контексте и каким образом организуется у нас в том числе доступ для пользователей. И в рамках предложенного опыта уже предложить какие-то рекомендации по проекту ФУБИЦ. Дело в том, что модель, по которой организуется, в частности, библиотечный каталог президентской библиотеки, она основывается на определении некого такого базового набора метаданных, которые достаточны для описания, поиска и дисплейного представления разнообразных по форме, виду, содержанию, происхождению ресурсов, поскольку, как вы знаете, мы собираем документы как библиотечного, так и архивного и музейного хранения. И в этом смысле мы работаем с различными специализированными форматами представления и описания этих ресурсов, с тем, чтобы в дальнейшем, возможно, организовывать переход от контекста к уже непосредственно самому ресурсу. Безусловно, как и Наталья Леонидовна сказала о том, что важным при работе с такого рода контентом является прежде всего соблюдение основных принципов создания эффективного функционирования таких сводных, интегрированных каталогов. И к ним относятся, безусловно, либо единый формат представления данных, либо возможность обеспечения структурной совместимости, если мы с вами работаем на разных форматах. Также это единая методика описания и индексирования ресурсов, и использование единых авторитетных файлов для обеспечения контроля точек доступа определенных категорий. И, безусловно, сейчас к этому контексту также добавляется единый поисковый интерфейс, который будет обеспечивать доступ и просмотр разнородных ресурсов. Также стоит отметить, что президентская библиотека в рамках всех перечисленных моментов, связанных с необходимостью интегрирования в единую цифровую среду разнообразных ресурсов, в 2010 году еще инициировала создание межведомственной рабочей группы, задачу которой и входила разработка принципов и подходов к совмещению представлений доступа в едином каталоге библиотеки, архивных, музейных и библиотечных ресурсов, с учетом, безусловно, международной практики и российской практики. И в рамках деятельности рабочей группы, также вы, наверное, знаете, мы осуществили перевод различных правил и формат международных, которые касаются описания архивных и музейных объектов. Это и ИСА-G, и ИСАР-CPF, и ЯАД, и ССО. То есть эти документы, наверное, уже у вас на слуху. И вот именно на основании изучения такого опыта нами были сформированы дополнения в формат Юнимарк и Русмарк, которые были необходимы прежде всего для идентификации новых типов ресурсов в библиотечных каталогов и послужили бы для идентификации архивных документов и музейных предметов. Помимо этого, также, как вы знаете, в формат были введены нововведения, касающиеся
описания архивных документов. Это прежде всего введены новые элементы, которые позволят нам с помощью библиотечных инструментов все-таки формировать архивное описание, которое значительно отличается от того, как мы привыкли видеть библиотечную карточку. Также стоит сказать, что на основе изучения правил описания стандартов и различных схем метаданных для музейных объектов нами были также сформированы наборы элементов описания для музейных предметов. И опять же, наша задача их интегрировать в библиотечный каталог. Безусловно, все эти дополнения не предполагают, что мы будем заменять своим описанием те научные описания, которые создаются и в архивах, и в музеях. Но мы предлагаем определенный набор, стандартный набор метаданных, который необходим для описания, для идентификации различных типов ресурсов, если мы предполагаем некую единую такую среду их функционирования. И также это с учетом необходимости достаточного вот этого набора элемента для описания, прежде всего, в рамках тех инструментов, которыми мы владеем. Это автоматизированные информационные системы, в основном библиотечные, безусловно. Но, безусловно, вот на уровне форматного, механизма совмещения разных видов ресурсов, таким образом и получается некая интеграция в единую, в общем-то, информационную систему. Что касается в области описания и индексирования, то здесь, конечно, безусловно, мы видим, и проблематика эта уже была заявлена предыдущими коллегами, о том, что мы все работаем с разными методиками, прежде всего, описания и индексирования различного рода ресурсов. Но здесь, например, мы очень четко соблюдаем разницу между пониманием, что такое библиотечное описание, архивное описание и музейное описание. То есть мы подходим к объектам описания этих ресурсов с учетом их сферы происхождения. И, соответственным образом, если источник поступления цифровая копия у нас поступила из библиотечного собрания, она описывается по библиотечным правилам. Если цифровая копия поступила из архива, она описывается по правилам архивного описания. И, соответственно, если мы имеем визуальное представление музейного объекта в виде цифровой фотографии или комплекса цифровых фотографий, то и описание, безусловно, должно соответствовать описанию этого ресурса с точки зрения музейного объекта. И вот здесь, конечно же, нужно искать те точки соприкосновения, которые бы позволят выработать, как действительно уже говорила Наталья Леонидовна, скажем так, общие поисковые признаки, которые бы позволили нам с единой точки входа, имея минимум набора элементов данных, но получить разнообразные по сути и виду ресурсы. Также, например, в целях здесь также стоит задуматься, безусловно, о методическом сопровождении всех тех практик, которые мы будем реализовывать совместно в этом проекте, для того, чтобы выработать, безусловно, определенные принципы и подходы и описания, и индексирования ресурсов, с тем, чтобы потом в дальнейшем на их основе строить более сложные поисковые признаки документов, которые бы позволили нам поднять спектр закладываемой, скажем так, ресурсной базы нашего центра. Ну и, безусловно, здесь не обойтись без использования единых авторитетных файлов. Надо сказать, что президентская библиотека в этом вопросе ведет свой авторитетный файл, потому что элементов данных, которые представлены в совокупности в едином авторитетном файле, имеющие статус национального, нам недостаточен, потому что, как вы понимаете, объектом описания нашего фонда являются от цифровых фотографий, это более такой, может быть, традиционный объект, который можно встретить в библиотеке, но это также и предметы из личных архивов, которые представляют собой различную документацию жизнедеятельности персоны, или, например, это коллекция значков какого-либо лица.
То есть все вот эти объекты, безусловно, они становятся очень конкретными, и обращение к ним тоже в дальнейшем, мы предполагаем, должно быть точечным, да, для того, чтобы именно реализовывать вот большой спектр поисковых возможностей, мы должны представить о предмете очень широкий спектр информации, не только происхождение владельца и точку доступа, да, на него, но и также характеристику материала, из которого сделан объект, контекст его бытования. То есть вот как бы все то, что сегодня образует как бы вот пространство культуры, да, пространство культуры вокруг объекта. Мы вписываем его в контекст, и вот этот контекст тоже должен стать поисковым признаком для того, чтобы обнаружить большой вот, да, массив ресурсов, которые мы предполагаем, пользователь будет запрашивать на нашем портале FUBITS. Также в плане поискового интерфейса здесь стоит сказать, что прототипом для разработки поискового интерфейса электронного каталога президентской библиотеки был выбран интерфейс каталога Национальной библиотеки Архива Канады, потому что мы первоначально, когда библиотека только создавалась, ее контент включал архивную и библиотечную составляющую, и по аналогии с предложенным, так сказать, интерфейсом поиска на сайте Национальной библиотеки Архива Канады мы ориентировались на, в том числе, поиск, то, как проходит там как по единым вот поисковым ключам, которые общие для библиотечных и архивных материалов, но и также для специфических, которые характерны для каждого из этих типов ресурсов. Ну, вот основываясь на подобном построении поискового интерфейса, нами как бы была выбрана эта модель. В настоящее время стоит сказать, что у нас осуществляется сквозной поиск по всему массиву данных, вот как и было отмечено через единое окно поиска, но результаты поиска выдаются в разных сегментах, которые разделяются на библиотечную составляющую, архивную составляющую, и в дальнейшем мы планировали на музейную составляющую. При этом также помимо того, что у нас определены поисковые ключи, характерные и специфические для каждого из этих видов ресурсов, но также в дальнейшем при работе с выборкой результатов поиска пользователь имеет возможность применения различного спектра фильтров по сортировке и дальнейшему продвижению как бы для получения оптимальной выдачи поиска, опять же, с учетом специфики того или иного материала, потому что понятие фондообразователь применимо только к архивному, да, к архивным документам. Но понимание того, что у документа из архивного дела и документа, хранящегося в библиотечном фонде, есть понятие заглавия, но при этом терминосистема у нас различна, потому что, например, в архивном деле используется понятие заголовок. Заголовок документа, заголовок дела. И здесь вот тоже как бы необходимо при совпадении как бы, да, смысловой составляющей различать, как вот пользователь архива или библиотеки может как бы неправильно понять те поисковые ключи, которые мы можем ему предложить для поиска. И в этом плане надо сказать, что сегодня все-таки мы, помимо построения такого рода результатов, идем и видим перспективу дальше. И мы предполагаем все-таки изменить визуализацию поискового интерфейса, не разделяя ресурсы по типам. Мы предлагаем это большего как бы плана графически реализовывать в общей выборке. То есть мы предлагаем в качестве результатов поиска все-таки общую выборку ресурсов, но с помощью, например, иконографии отделять одни ресурсы от других в этом плане. И таким образом, значит, на верхней, и также предполагаем ранжировать эти результаты по значимости
скажем так, по значимости объекта, потому что сегодня у нас в качестве контекстного поиска также включены описания на коллекции. Ну вот вы знаете, что мы, так сказать, средством представления информации о ресурсах на портале у нас являются цифровые коллекции, и сегодня у нас также описываются они как новый объект каталогизации. И в плане поиска мы предполагаем, что все-таки большую значимость при ранжировании результатов будет отдано комплексу ресурсов, представленных в той или иной цифровой коллекции, а потом уже перейдем к более частным, да, ресурсам, которые пользователь сможет уже непосредственно рассмотреть. То есть мы предполагаем сначала его введение в общий контекст темы, да, то, что он просит, и затем уже переход к дальнейшим ресурсам при необходимости. Безусловно, предстоит здесь в этом плане работать именно с поисковыми признаками и с поисковыми фильтрами, для того, чтобы, в общем-то, в совокупности всей той информации, которая будет, предстоит все-таки направить пользователя к более точечному ответу на его потребности. Ну вот надо сказать, что эти предложения, если наш опыт, прошу прощения, может вылиться как бы в следующие предложения, которые вот на фоне того, что уже было заявлено, являются по сути своей, также не то чтобы повторением, но пониманием того, что мы с вами движемся в одном направлении, в одной струе. То есть мы, безусловно, предлагаем, помимо разработки общей организационно-правовой и программно-технологической базы, создание, да, обеспечивающей, собственно говоря, функционирование самого центра, но также включая разработку единых подходов и принципов описания индексирования ресурсов, которые будут определять и базовый набор или минимальный какой-то, да, набор метаданных для авторитетных и библиографических данных, разработку специальных информационно-поисковых языков и уже на их основе построение рубрикаторов, о котором говорила Наталья Леонидовна, и в плане территории, народностей, языка это очень важно. То есть помимо единой поисковой строки нам нужны еще дополнительные лингвистические средства поиска, которые целенаправленно, да, направят пользователя по иерархии его запроса. То есть помимо, так сказать, да, запроса к общему массиву данных, мы должны все-таки строить еще какие-то определенные рубрикаторы. Ну, безусловно, также предполагается, что если будут разработаны средства доступа к ресурсам организации участников, посредством либо полнотекстовых, да, ссылок. Единственное, что конструкция, которая все-таки была представлена, была отработана на 2 библиотеках. Но если к проекту подключаться большое количество библиотек, то объем записи, где будут перечислены в столбик все 15 участников, у которых есть данный ресурс, она, может быть, визуально требует дальнейшей модернизации. То есть и разработка дизайнерского интерфейса тоже, безусловно, помимо самих механизмов поиска, должна также все-таки быть более дружелюбной, более интуитивной, понятной пользователю, и в этом плане тоже не нагромождать его большим массивом информации. Спасибо большое. Спасибо, Мария Витальевна. Обязательно учтем ваши все рекомендации. Должна сказать, что президентская библиотека для нас всегда источник такого опыта практического большого, к которому мы всегда прислушиваемся и на который мы ориентируемся все время с момента создания президентской библиотеки. Спасибо вам огромное. И я думаю, что опыт по объединению ресурсов библиотек, музеев, архивов, он такой для России, наверное, уникальный, да, Мария Витальевна? Да, он бесценный для России, уникальный. Естественно, мы будем его изучать. И если мы дойдем до того момента, когда будем включать музейные архивные объекты в наши коллекции, то, конечно, без вашего опыта мы не обойдемся. Спасибо. Так, сейчас я приглашаю для доклада
Юсипека Хакаранин. Услуги портала Финна, удовлетворение потребностей пользователей ресурсов совместно с другими организациями. Hello everyone, my name is Jussi-Pekka Lahtelainen and I'm not going to use microphone because I hate them. I hate to stand on still. You can't hear. Okay. Without the microphone you can't hear. Then I need to make this thing that I really hate because I would like to walk and be more free with my presentation. Today I'm going to speak about the Finnish solution, how we have combined the library objects, metadata, museum objects, metadata, archive objects and metadata onto one service, and how that has been developed together with all Finnish organizations that have joined this Finna initiative. Finna is a Swedish word, and since we are speaking quite a lot of multilingualism here, you gotta remember that we have also plenty of languages in Finland. That, for instance, Finland is bilingual country officially. Finna is to find, and this is what we get today. Oh, it goes on all the time. Slides are made by my colleague Erkki Tolonen, who is the head of this project, and I have sometimes working with this initiative, but I'm not permanent member of this working group. So what do we have over here? It started as we had a project from National Ministry of Education in Finland in 2008, and they said that, okay, now we have paid too much for you, for all libraries, museums and archives, for your own interfaces, for your own library systems, for your own museum databases. Now you need to unite. Really, we won't pay this any longer. And that's how it started. It was the core idea was to unify these databases that were supported by the Ministry of Education onto one service. The project National Digital Library Project did start in 2008, and it was the core of this, what we call today Finna service. As you can see, this has been a really long run, almost 10 years now, a bit more than 10 years actually, so you don't need to rush, just go step by step onwards. And if you can see, the background requirements for the interface was made 2009. And then we tried to use commercial software to get all this metadata onto one place. And it didn't work out. The solution what we tried to use didn't suit us at all. So we ended up into open source software development, in-house production, and developing it further on and on. So we used WooFind interface to replace the commercial interface in order to have there what we really wanted. We released the beta version in 2012, and in November 2013, the first Finna solution interface was released. So it took already 5 years from the beginning to that point that we could offer something for the audience. So please be patient. It's a long run. And we had some goals from Ministry of Culture to support also open culture and open science. I don't know how strong that movement is in Russia, but it really did boost us to make it available for people in both ways, that the items that are available in Finna should be open for all, and also we support the movement of doing it through open source. So, 3 sides of finna.fi. First of all, it's a service combining the materials of archives, museums, and libraries.
Second point is that tools to build and maintain libraries and archives and museum own interfaces. Actually, there are plenty of Finna interfaces in Finland. So they are basically using the same release, but they have modified that for their own use. And now I believe there are more than 80 Finna interfaces. For instance, National Library of Finland does have its own interface that is provided for our services and for our needs. So it is flexible in this way that you don't need to stick with finna.fi, but you can really modify your own interface. And third part is really it's coming from open science and open society and all openness APIs for creative reuse of cultural heritage. And this is important that you can use APIs to deliver, to fetch that content that is available in Finna. Anyone can do it through those Finna APIs. So you can build up your own collections, you can deliver the material onwards. And I think this is an important thing when we are speaking about cultural heritage in digital sense, that the data and digital objects must move on and on. Because if you stick with your digital content only in one service, you are going to perish. But the second life of that digital object, that you have retrieved that from one service and you have released that in another, it's rebirth for that material. That has been really important to notice and realize over here that the data, metadata, but also the objects must move. Finna.fi now in numbers. These numbers are from from 2018. We had 2.3 million visitors. We had more than 50 million objects with descriptions. We had 2 million objects available online. That means that we had also the digital object over there. Sometimes the copyright restrictions are not allowing us to show that content. So we need to block that from that interface. And CC0 licensed items are available in 700,000 objects. So they are freely available through that Finna service. Number of visitors actually, or downloads, have increased in last year. I will come back to that. Finna.fi, Libraries, Museums, Archives. We have more, in Finna.fi we have more than 200 libraries from Finland. We have 11 million objects or metadata objects from these libraries available in Finna. Archives, they are really difficult. And my colleague from St. Petersburg described the problem actually over here. The metadata is so variant and different to library metadata, and that has been the really biggest, largest problem over here, how we can integrate the archive metadata onto this service. But now, actually, it should be released in this year. The archive sector have taken the spoon in their hands, and they have now created a new metadata scheme. AHA is called over there, that could be integrated and will be integrated on the Finna, and that will help eventually to show the archived material also at Finna service. And when it comes to restricted material, we have another tool over here. Its abbreviation is NKR. So sometimes archived metadata is complex in that way that you cannot show all the information. But if authorized user can access to that NKR system, they can retrieve the information that something is available. So you have these possibilities to show information to the people once they have logged in, for instance. And museums, we have more than 1.3 million museum objects, and almost all of them are available online.
and half of these online materials are from the museums. So you have at least 3 different metadata schemes over here that you need to take into consideration. We have had this year, that is from 2018, we actually had 34 million visitors last year, and I think that is a big number. That is a big number anywhere. It's a big number in Finland. If you think that a country that has 5 million inhabitants has that many visitors or visits on this interface, I think that is a success story. On the right-hand side, once again, you can see how, when the takeoff has happened, in 2014, we had only 1.2 million visits in that interface. Of course, the number of objects has increased as well, but now we are getting numbers like 34 million visits per year, so it has increased rapidly. So once again, be patient. They will come to you when they need something from your side. And support. Make good marketing to find that service. Over 60% of public libraries in Finland are using Finna. I think the number has now increased. Being part of Finna is really easy. I yesterday told to my colleagues that my wife is actually the head of the Poster Museum in Finland, and she is only employee of that museum, but they have a library database available there, and she asked me that how can I join Finna, and I said, okay, we can do agreement on a kitchen table, and in 2 minutes it was done, and in next week her database was introduced into finna.fi. So make it simple to join that movement. Make it simple for those who want to be part. So that is quite a lot of PR thing, in my opinion as well, but making that service easy to access in many terms. All higher education libraries are using Finna, so they have replaced all Voyager Ex Libris interfaces now, and they are using Finna. So this is the good side of Finna interfaces, is that you can really modify them into your own specific use, and you don't need to stick with one solution. For museums, new integrated services will be released in this year, and now we are developing user interface services for archives. Of course, this is because the content what is released in Finna is so different. But now you can see that since 2008, we have ended up to a situation in 2020 where we are creating an own interface for archived content. So it's a long run. This might not be really good slide, since you are sitting down there and there is still 5 meters to that screen. But one thing I would like to point out with this picture is that do cooperate once again. So the interface, what is actually the most crucial point for getting the clients and getting these people to use that service, design them together with your customers and libraries. API service development has been important for us, and it has provided to be successful, because once we release the API service, the end users and some other organizations can actually benefit out of that stuff. So it's not only one-way traffic onto this finna.fi, but two-way highway to create something else. For instance, Helsinki Kuvia.fi, which is pictures from Helsinki city, have
just harvested the metadata and objects from finna.fi, and it has proven to be really popular service. So you can basically create with this anything you really want to have. And we are trying to share these ideas with developers, how we can develop this service more in future. Does this work? Yeah. Enriching. I think this is important. Since you have cultural heritage objects available in one service, you can enrich them in certain ways. For instance, over here, we have created a service on top of Finna.fi. It's called Finna Street, and it's based on OpenStreetMap, and where you have your geographical location. For instance, if you take your phone and put your GPS on, and you go to Finna.fi, and you can click whether you have any historical pictures on this site, you will eventually retrieve plenty of pictures if there are over there, and you can examine how this place looked, for instance, 60 years ago or 100 years ago, and it's a great service. But having said this, you got to get your metadata into good condition, because without the metadata, proper metadata, this isn't possible. You can have for instance, street names, you can have city names, but you can also have really coordinates for something. And this is actually museums that say that, okay, we need to have better metadata for geographical location, and they really worked with this to make this Finna Street service to happen. Also, ontology services are needed. I spoke about earlier today. I spoke about that multilingualism is one issue you need to take care into in the future, and you know that you have plenty of languages and the problems needs to be tackled and solved. We are using our own Finto ontologies. And if you go to finna.fi, and if you have a subject heading like cats or military occupations, or so whatever controlled keyword over there, and you type them in English, you can retrieve the results also in Finnish and Swedish and English. So it goes through the languages, and that helps definitely. I don't know how you can really make this up, but you got to check your vocabularies into good condition once you're doing this. So one of the key things what we had over here is that, and I mentioned about this, that you need to provide these objects and metadata on the third-party systems as well. And we created a system, it's called as Formula, to aggregate the data from our service to Europeana. And over there we solved the problem with various metadata formats like Dublin Core, Mark 21, EID, Lido, and Forward. We actually harmonized the metadata over there in order to make it available at Europeana. And this is probably some steps that you could look a bit closer at how that harmonization has actually been executed. So over here you can see yellow spots and pink fuchsia dots as well. This is a slide that is depicting the software architecture, and yellow one is for open source. Pink one is in-house production. Since we didn't have any commercial tools for these, we really created the open source methods over here. It does require that you have skilled people and you have resources for doing this. But in our opinion,
and according to our open source policies, this is the right way to do it. Do not spend your money onto someone who is just milking you up. Do it yourself. You can have best possible product if you're doing it yourself. You just need to find good people to do that. And sometimes when we don't find suitable open source products, we can create that ourselves, but then it's released as open source anyway. And over here, I'm clicking the slides. You can see how we can integrate different sort of things onto, for instance, the local index. We're using Finnish search aids for searching Finnish language content over there. We have API available. We have library directories, museum directory, international articles index, link resolver, and other services available. So once you're doing it yourself and based on open source, you can modify and add on things. Finna is part of National Centralized Services, and I'm coming back to the basic library work. And over here on the left-hand side, you can see cataloger, librarian, who is doing the cataloging onto Melinda database. So all Finnish libraries are actually, whether they are city libraries, university libraries, national libraries, they are cataloging on one and the same database. That means that you can harmonize the metadata, you can control the work, and you can get rid of that stuff you don't need over there. So that is one thing that is the benefit of small country, that you can do this in one way actually. But then we get bibliographical metadata that goes on the library systems, and it is released in Finna, and end user will eventually retrieve that information. That helps quite a lot. That helps that you have agreed with the libraries how we are doing this thing. We are not the servers, and how we get that on automated counting power, or how we get computers to do what we want. We do have our own servers, yes, but mostly all accounting and that power what we need is provided by CSC Finland. So it is centralized data and server provider in Finland. That is in good hands. That means that we don't really need to care about that. Someone is taking care of the servers, and they're providing that service for us, and we are happy with that. What happened, for instance, someone of you might have heard about my project Uralika, where I did harvest some metadata from Finno-Ugric languages and release that on Finna type of service. I didn't have any servers background, and I need to switch that service off rather soon because it's not any longer supported, and I don't have that counting power any longer in that project. So think where you can modelize some services, what you need over here to run that interface and get those retrievals. I don't know whether someone could provide this service in Russia, but maybe you will find. And if you don't have expertise in this case and in this part, it's better to leave to someone who knows it. In-house development. Yes, we are really proud that Ministry of Education does support Finna.fi. They are employees of National Library of Finland, but basically they are just located onto our house, and money comes from the ministry. We do employ at the moment more than 20 experts. We've got 6 technical developers. 3 are focused on user experience, so they are all the time
making some amendments to interface and user experience, that how it could be better. It's constant development. It hasn't terminated, and it won't terminate, because you need to react all the time. What are the needs of end users? That you need to really think that, you know, how you can make those changes, and you have to have people over here think. Someone mentioned about this, Savrasova, I believe, mentioned about that you have plenty of interfaces and websites across the Fenugreek libraries. It doesn't work in that way any longer. You can have that library web page over there somewhere, but please do not use that for this kind of service interfaces. It will make, you know, things really mixed. Service desk, yes, we do have service desk for those other libraries and museums and archives. 2 people are working there. Then we have one in communications all the time. Every single week we release something on a net, on a press, and so forth. All the changes what we have, that there we remind people that we do exist all the time. And coming back to that picture, that we had only 1.2 million visits in 2014, and last year we had 34 million visits. And that is really, really made by the marketing and communications. You have to have someone who is promoting this all the time. And then you have 2 people in management, and sometimes we do have external consultants when we need to speed up with things. In-house development, okay, I spoke about open source. How to get the voice in open source community internationally. It's important to be part of that society and get, you know, have your voice over there and say that we really need to do these sort of things, and you want to influence and so forth. So then, and you need to do this work in a proper way, in an agile way. We are using a couple of methods to make the development going on. Scrum, for instance, that is probably familiar for someone, and then Kanban. And so the development team can really test methods freely, and they can do even small amendments and small improvements in a really agile way. That usually it means that the development is really fast. We release basically new version out of finna.fi and all those interfaces once a month. So it's constant work. Then user experience work, I want to focus on that a little bit longer. So we have one user experience designer and one user interface designer that is helping user experience designer to communicate with clients. So this is that we actually step out from our library and we go to different libraries and say that, okay, you know, can you use this, and how this search didn't work out, and how we can improve with the things and so forth. So usually these are like workshops and tests for everyday development. And this is developed together with organizations, where National Library of Finland hasn't done that alone. We had a consortium over here in the beginning since 2008, where all sectors, libraries, museums and archives were participating in this Finna development. And that was really important to get that message out and think what we really want from this sort of a service. And I'm a bit worried that you're leaving, probably, if I'm not mistaken, if you're leaving now archives out of this discussion. So think twice
Maybe it would be interesting to have someone from archive sector at least to be part of steering group to provide that chance that you can follow what's going on at least. And actually we realized that once the National Digital Library project was terminated in 2017 and this consortium was called off, the work terminated, we realized that, okay, things are getting really difficult now because we don't have that partnership, we don't have that steering group, we don't have that consortium to solve problems out, and it's really difficult to communicate with people. So now we are actually building that consortium again, because we need to have that dialogue with libraries and museums and so on. What is the future of Finna then? I think it's everlasting project to some extent. Well, eventually it will perish on one day, but at least at the moment we are still developing it, and it has been a great journey to introduce new services actually on top of Finna. I think I have on the next slide. No, Choop. I won't go over there. For instance, new metadata. I spoke about that AHA project of archived metadata, but also ontologies, authority data in practice. LOD stands for linked open data, that you can actually make this Finna data more suitable for open linked society. New materials, we are going to introduce 3D objects that are important for instance, for some museums. IIIF support is coming, I hope this year. I don't know how it will change the situation, but then you can have multiple objects available in one view, and then you can do the work with them. And new services, definitely for museums and crowdsourcing, which is going to be really difficult, and so, but we will want to develop new services as well. This was released last year. Finna and Learning, Finna and Education, Finna Classroom. We're coming back to that digitized cultural heritage. You really need to remember that cultural heritage as such, as books and speech and language, does exist, but digital cultural heritage is part of that. It's really part of that game. And you really need to teach those youngsters and even older people to use that digitized content as well. Then your culture will survive and you can reuse that digital object. So we created for learners kind of a Finna classroom where we had created content from different museums, archives, and so forth, so they can get familiar with some certain created topics, for instance, that would help teachers at school to pick one topic from there, for instance, Sami culture, and teach based on that package of Finna classroom. And also we are going to publish a new service for open access educational material. Now there's a strong support in Finland by government that all educational material should be available for students and pupils for free. That they shouldn't pay anything, or schools and organizations shouldn't pay anything in elementary school, secondary school, and so forth. So we are trying to introduce this service where these teaching materials, educational materials, would be available through Finna. That would be something that every single pupil or student in Finland could use, actually.
So that material is available online and open. What is the vision of Finna then? We do have this roadmap again for 2021 up to 2030. And the future of Finna is planned in conjunction with vision preparations that aim to create the next development guidelines. And it does align with our own strategy as well. The dots are small, but we have their artificial intelligence with the ethics of it. We have broken internet that needs to be fixed, somehow linked with that service. We do have teachers without schools without teachers, so self-learning. Those are kind of visions that we can actually, we probably face in the future, that how our service can tackle that sort of powers or changes in our societies. So how we are following up what is changing in our society and how we can actually provide the service and tackle the problems in future. From metadata to data. Yeah, that is the case. Thank you. Ну, уважаемые коллеги, на самом деле, вот на мой взгляд, этот доклад должен был быть последним, который, прежде всего, конечно, мы понимаем в плане сложности нашей ситуации и контекст как бы наших проблем, он, безусловно, проецируется вот на то, что мы сейчас увидели. И здесь, вот, мне кажется, как раз господин Хакаранин показал вот шаг за шагом то, что нам предстоит сделать в рамках совершенно конкретных, как бы конкретных действий. То есть на фоне глобального, как бы наших заявленных направлений, вот это конкретная, как бы, реализация вот нашего проекта. Безусловно, что-то для нас будет оставаться еще в далеком будущем, как те сервисы, о которых вы сказали. Они, конечно, безусловно, все равно нам предстоит их видеть на будущее. И, кстати, в контексте прозвучавшего сегодня пленарного заседания надо не забывать о том, что помимо как бы трехстороннего сообщества у нас также есть на практике клубы культуры, да, клубы народного творчества, да, дома культуры, которые также в контексте популяризации, продвижения финно-угорского культуры будут нам в этом плане тоже нашими, предполагаем, партнерами. Но вот, на мой взгляд, это вот квинтэссенция как бы всех тех проблем, которые мы освещаем сегодня и которые нам, в общем-то, прописали, как реализовывать на практике. Thank you for your nice comments, and I hope you have found my presentation and my colleagues' slides as useful for your work. You don't need to repeat what we've done. I think it's impossible anyway, but you can always take some slices. It always take some models that fit your work and your goals. Спасибо. У меня тоже сложилось одно впечатление. Вот когда послушала, мне показалось, что многие вещи, о которых было сказано, мы в процессе своей работы в гораздо меньших масштабах на уровне одной библиотеки, но мы тоже к ним приходим. Например, самостоятельное программирование, да, вот использование программ с открытым кодом, ну и многие другие пункты. Практически, они, наверное, из практической работы прорастают. Когда это делаешь, тоже движешься в том же самом направлении. Спасибо. Я приглашаю, завершает наш... Sorry, I have a comment. And if you haven't yet seen the development in past 10 years, what has happened in libraries, and when it comes to coding,
you really need to wake up. For instance, National Library of Finland is a small library in the sense that we have 200 employees, and every 5 years some of our staff have been cut out because of economical depression or some forces from there. But out of 200 people that work in our library, 80 of them are coders. Так, наш блок заявленных выступлений завершает доклад «Формирование финно-угорских документных и электронных ресурсов в условиях сотрудничества финно-угорских регионов». Для доклада приглашается Ирина Всеволодовна Эйде-Миллер. Где-то презентер еще можно? Спасибо. Ну, у меня самая сложная задача оказалась, потому как мы послушали вообще мечты о том, как это может быть. Вообще у нас получилась настоящая форсайт-сессия, это безусловно, это без вопросов. Мы послушали мечты, как это может быть. Мы послушали реальный опыт, как это должно быть и уже реализовано вообще со всеми нюансами. Вот. Ну и у меня какая-то такая вот задача посмотреть, а что мы реально вообще можем сделать, как бы спуститься с небес на землю и посмотреть, а вот мы уже сейчас что-нибудь можем с вами сделать, да? И вот в этой связи я бы хотела вернуться к тому, что, безусловно, наверное, задача создания финно-угорского центра в Российской Федерации назрела, да, вот такого объединения. И эта задача не только, наверное, финно-угорских регионов, которые имеют национальные библиотеки, но еще и тех территорий, в которых проживают компактно многочисленные народности. И задача эта действительно большая, наша страна огромная, и это задача долгосрочной перспективы. Поэтому вот мы слышали, что даже Финляндия, да, они сколько лет уже работают над этим проектом, уже, да, для того, чтобы он действительно заработал. И, безусловно, поддерживая вот весь этот проект, в качестве такой реальной инициативы мы предлагаем те возможности, которые уже сейчас может предложить Российская национальная библиотека, как один из основных партнеров создающегося финно-угорского центра. Ну вот все время мы меняем эту цифру, и даже вот присылая предварительные материалы, мы говорим 95 тысяч, да, мы не все еще языки посчитали, вот еще мы не посчитали там венгерский язык у нас есть, тоже, который относится к финно-уграм. Но даже сейчас все равно это самое крупное собрание на финно-угорских языках. Да, вот вы цифры видите, это более 130 тысяч, это печатных документов, только 90 тысяч журналов и газет. И это крупнейший фонд оцифрованных книг на финно-угорских языках. И в нашей коллекции электронной Российской национальной библиотеки есть коллекция на книги на национальных языках, которая включает 2500 единиц на финно-угорских языках. И это достаточно уже большой массив. В том числе есть, то есть начинался этот проект как раз совместно с Национальной библиотекой Финляндии, когда было оцифровано 500 наиболее ценных и редких изданий на финно-угорских языках из фондов РНБ, перешедших в общественное достояние. И сейчас я думаю, что вот очень актуальный еще такой вопрос, например, все-таки мы создаем некий национальный ресурс, наиболее полный, да, и создать мы его можем только совместными усилиями. То есть, несмотря на то, что библиотека Российская национальная получает обязательный экземпляр, каждая из ваших национальных библиотек получает свой обязательный экземпляр, и тем не менее, да, даже РКП признается, что они там не получают порядка 30% того, что выходит, а уж на языках тем более. Мы вот сейчас задумали к нашей конференции в октябре провести такое сравнительное исследование, посмотреть, а что реально из того, что поступает в качестве обязательного экземпляра из РКП, что реально существует у нас в фондах, например, да, вот посмотреть, насколько это полно вообще.
Но даже те исследования, которые мы проводили, сравнивая те потоки, которые поступают в РКП по обязательному экземпляру, в национальной библиотеке и непосредственно, да, допустим, в РНБ и в библиотеку субъекта федерации, мы видим, что это разные потоки, да. То есть что-то поступает напрямую в РКП, что-то поступает в национальные библиотеки или в библиотеки субъекта федерации, и что-то поступает в РНБ. Для того, чтобы сделать вот действительно такой вот полноценный национальный ресурс, нужно объединяться. Вот второе, чем обладает РНБ, это все-таки такая основа, как сводный каталог книг на финно-угорских языках, формируемый с участием всех национальных библиотек финно-угорских регионов. Сейчас этот каталог уже включает 23 тысячи записей. То есть это та основа, которую мы можем, собственно говоря, взять и начать продолжать. Причем, вот как мы в предварительных дискуссиях об этом говорили с той же самой Машей Стигаевой, нашим уважаемым экспертам и модераторам, что в принципе возможно, да, используя вот некие такие вот рабочие листы, да, вот программу народной каталогизации, которая там сейчас предлагается Либнетом для небольших маленьких библиотек, то есть это возможность в принципе продолжить это введение этого ресурса любой библиотеки, которая обладает каким-то ресурсом, и, значит, вот этот каталог продолжать с участием всех заинтересованных участников, независимо от того, в какой организации находится вот то или иное собрание, да, то есть есть и национальное объединение, есть и библиотеки, там и архивы, и музеи, все равно, значит, есть особенности у тех или других организаций, для того, чтобы получить вот такой единый ресурс, основу какую-то, да, надо иметь. Поэтому мы считаем, что вот есть такая уже рабочая основа, которую, в принципе, можно использовать для общего центра. Далее. Ну, печатный каталог, это понятно. Кроме того, у нас есть еще и карточные каталоги, они тоже уникальные. Это алфавитные языковые каталоги, систематические, сводные каталоги на всех языках, приведенные к единому русскому алфавиту. Тоже уникальный такой вот ресурс, который обладает наша библиотека. Ну и все это поддерживает комплексный отдел. Я хочу напомнить, что в уважаемой второй национальной библиотеке Российской государственной уже 30 лет не существует отдела национальных литератур, и фонд растворен в общем фонде РГБ. У нас практически единственное собрание – это 1,5 миллиона единиц хранения на национальных языках. Вот. И к нам часто обращаются библиотеки из национальных республик, которые восполняют свои фонды. Особенно, конечно, это касается дореволюционного этапа, до военных, до 1945 года изданий, которые комплектовались, конечно, более в полном формате, чем может быть сейчас. Ну и уникальность этого фонда заключается еще и в том, что здесь есть целый коллектив специалистов. Это отдел комплексный, который ведет не только комплектование, но и каталогизацию с использованием инфографики, с знанием всех как бы, языков национальных и так далее. Вот, кроме того, РНБ является методическим центром, и мы готовы оказать вам помощь. И вы знаете, что у нас и самый сильный, наверное, центр краеведческий, и у нас тоже ведет авторитетный файл, ведется, ну и так далее. Вот с этой точки зрения, смотря вот на нашу предлагаемую, обсуждаемую резолюцию и концепцию, мы все-таки предлагаем вам подумать вот о некоторых, вот такие предварительные наши предложения высказать. Значит, во-первых, вот весь массив документов, но я все-таки эксперт по фондам, а не каталогам, поэтому, возможно, Мария меня поправит, если я что-то скажу не так. Значит, во-первых, все-таки все фонды нужно разделить на две большие группы. Да? Это документы на финно-угорских языках, это документы о финно-угорской культуре, истории, территориях, населении и так далее, которые являются частью краеведческих ресурсов. И это две разные задачи. Да? И все-таки, наверное, начинать легче с каких-то первоочередных шагов и, наверное, с финно-угорских языков для начала.
И поэтому, значит, нам кажется, что надо нам подумать о каких-то первоочередных шагах и сделать вот нашу резолюцию, не заявлять, может быть, таких вот сразу глобальных целях, а сделать какую-то очень простую резолюцию, да, там, одобрить идею создания вот такого центра. Может создать объединение Содружества финно-угорских библиотек с ФУБИЦ в качестве координирующего центра, создать портал этого объединения как единую точку доступа ко всем ресурсам, включая неопубликованные документы, в перспективе сетевые ресурсы. Ой, так, все у меня отключилось, все наши предложения. Вот. Далее, на первом этапе произвести, спасибо, постараться выявить рассеянные по стране финно-угорские издания, включив в сферу обследования не только национальные библиотеки, но и другие собрания документов. На первом этапе хотя бы областные библиотеки, а далее и архивы, и музеи, и так далее. И за основу этого уже может быть положен вот этот вот каталог сводный, который имеется уже в РНБ. Надо сказать, что если до 2014 года он формировался как сводный, то есть с участием всех национальных библиотек, после 2014 года описание книг, которые поступают в РНБ на финно-угорских языках, включается в общий электронный каталог. Но наши программисты нас заверили, что в принципе возможно дополнение этого каталога вот этим текущим массивом и продолжение далее ведения этого проекта. Ну вот для начала, как в качестве первоочередных мер, нам кажется, что нужно провести, прежде всего, паспортизацию ресурсов и фондов на финно-угорских языках и представить эти результаты на вот каком-то портале. То есть нам кажется, что этот портал, вот для начала он может быть просто как портал вход, метасылки на имеющиеся уже ресурсы, в том числе и на ваши замечательные проекты по проведению общих таких вот мероприятий, да, о которых было сегодня рассказано. Вот. И вот таким образом нам кажется, что нужно подумать о неком вот очень конкретном плане первоочередных мероприятий, с которого стоит начать. Ваше предложение. Спасибо. Уважаемые коллеги, безусловно, мы благодарим Ирину Всеволодовну за действительно вот намеченные вот такие первые, может быть, действия после того, как будет достигнута договоренность о кооперации некого содружества, с тем, чтобы в дальнейшем на уже действительно какой-то реальной основе что-то начинать строить. И это также одно из, наверное, направлений работы, но с акцентом, безусловно, вот спасибо Ирине Всеволодовне, на необходимость все-таки усилить библиотечную составляющую в нашем проекте. То есть наша задача все-таки быть информационно-библиотечным центром и развивать продукты и услуги, построенные на ресурсах библиотек. И в этом плане сводный каталог или ту базу данных, которую мы предполагаем в дальнейшем создать, она также должна быть наравне с необходимостью мониторинга, да, всех других учреждений, которые занимаются другого вида библиографической работой, и, естественно, информирование на портале об этих ресурсах в том числе, потому что, я думаю, эта база очень широкая в плане именно продуктов, которые библиотеки делают с учетом вот финно-угорской тематики. И все-таки мы бы не хотели вот в таком плане завершать, может быть, нашу форсайт-сессию, а все-таки мы предполагаем, что некие участники
запредельных как бы территориях или участники уже неких экспериментальных площадок, которые были реализованы, также, может быть, высказываются в этом плане и дополнят видение проблемы или перспектив направлений развития вот в плане создания финно-угорского центра. Так, ну, Ирина Владимировна, может быть, вы, Национальная библиотека Республики Удмуртия. Добрый день. Я, конечно, без официального выступления, и вот сейчас уже поняла, к сожалению, без презентации. Надо было хотя бы что-то вот такое приготовить. Тем не менее, вот если говорить о предложениях и о видении сотрудничества, развития финно-угорского библиотечного информационного центра, то вот у меня сразу же возник вопрос по последнему предложению. Если я его правильно поняла, Ирина Всеволодовна, то вы предлагаете создать как бы единую точку доступа сначала к библиографическому, скажем, ресурсу на финно-угорских языках, только на языках, а потом уже по финно-угорской тематике. Или я немного не так поняла? Вот мне кажется, что, ну вот это мое мнение, что, не знаю, согласится со мной, не согласится Наталья Леонидовна, мне кажется, это сложнее. Это намного сложнее, это усложнит задачу, потому что единый поиск мы осуществим, то есть на готовых уже продуктах. А чтобы пойти по тому пути, который вы нам предложили, это сначала нам надо создавать новый библиографический ресурс, новые базы. Или я что-то недопонимаю? Нет, мы предлагали использовать то, что уже есть, да, сводный каталог финно-угорских. Это естественно, да. И дальше его продолжить вместе вести. Естественно. Ссылка на него будет идти с единого портала, да, который организуется в рамках сообщества. В том числе там же будет ссылка на ваши замечательные ресурсы или на замечательные ресурсы библиотеки Республики Карелия. Да? И таким образом любой пользователь может к нему обратиться. Ну, вот теперь мне понятно. Просто я не очень вот так четко восприняла вашу информацию. Но теперь, конечно, четко все понятно, что мы все-таки осуществляем на готовых, так ведь? На готовых информационных ресурсах. Простите, Ирина Всеволодовна имела в виду, что массив настолько огромный, что можно отработать пока как бы два направления, да, начать с того, что уже есть, а дальше, да. Теперь, если вот озвучить, может быть, некоторые предложения по порталу, не знаю, насколько они будут интересны, можно их, в принципе, сразу и отсечь, скажем так. Конечно, портал предполагается, естественно, как информационный, так ведь? Информационный, в первую очередь, это доступ к ресурсам. Но, может быть, еще не на первом этапе, но, предположим, может быть, на втором, я не скажу, очередность. Так, вот такое предложение, как интернет-проекты, краеведческие интернет-проекты библиотек, они практически, наверное, ведь есть у всех, так ведь? Практически у всех есть. И там информация довольно интересная. Ну вот на примере Удмуртии я могу сказать, что на нашем сайте Национальной библиотеки есть, наверное, с ней многие знакомы, это Вики-энциклопедия «Варшут», то есть, которая рассказывает об истории и культуре Удмуртии, но рассказывает так, как, например, там заходим в содержание, и мы можем посмотреть информацию о современных писателях на удмуртском языке, на русском языке, информацию о композиторах, самую разную информацию, то есть вот такой вот вариант. Или, предположим, блок «Край Удмуртский». Краеведческий блок, он более широкий. Но мне кажется, вот не знаю, в
каком виде это представить на портале, может быть, при То есть помощи вы ссылок. предполагаете аккумулировать Да, на портале да, конечно. информацию о всех краеведческих проектах, которые Потому что- связаны с финно-угорским. Да, потому как что бы, это тоже культурой. информационные ресурсы. Может быть, они как бы текстовые, но они, я думаю, пользователям будут и интересны, в том числе и для изучения каких-то мелких моментов на самом деле, потому что в них сосредоточены, ну вот в том же самом блоге «Краеудмуртский», там сосредоточены такие факты, интересные факты, которые нельзя просто так найти, потому что прежде чем ими заполнить наш блог, над ними у нас глубоко, скажем так, работает, чтобы вытащить вот этот маленький фактик. И еще одно предложение, но оно тоже уже не новое, но я думаю, что оно тоже возможно его принять к обсуждению. Это виртуальные выставки. Почему нет? Потому что виртуальные выставки, они тоже есть у всех. Они у всех в разных форматах. Форматы представления совершенно разные, это все понятно. Но тем не менее, это сразу же, это можно в конце концов, знаете, очередность. Вот сегодня Удмуртия выставляет, в следующем квартале у нас выставляет Мордовия, в следующем, ну так вот скажем, да, уже план можно составить конкретно этих выставок, ну, предположим, с 2021 года или когда вот, предположим так, да, вернее, тогда, когда все-таки будет портал, естественно, от этого пойдет, да. И, естественно, там литература, опять же, в первую очередь о писателях, о литературе, но понятно, именно чтобы не столько, наверное, тематическая, а вот, вернее, может быть и узконаправленная, а может и широко, может брать только пласт литературы. Об этом тоже можно договориться. Очень хорошее предложение по виртуальным выставкам, но у меня вопрос не только к вам, а вообще ко всем присутствующим по поводу вот такого рода контента. Дело в том, что все библиотеки национальные его делают, и у нас он в большом количестве представлен. И для того, чтобы этот контент предоставить своим пользователям, мы проводим серьезную работу по раскрутке наших ресурсов, то есть это специальные какие-то, мы предполагаем действия, прилагаем усилия для того, чтобы повысить посещаемость наших сайтов. Как вы думаете, если мы такой контент разместим на портале финно-угорском, не будет ли это конкуренцией? Либо это наоборот повысит посещаемость и наших сайтов тоже? Ну, вопрос интересный, надо думать. Надо думать тут на самом деле. В принципе, дублировать это неинтересно, это не вариант. В качестве предложения, например, президентская библиотека имеет опыт создания метаданных об этих проектах и ресурсах, потому что если информация о них размещена на определенных страницах, она как бы подвержена каталогизации, да, скажем так, и включение метаданных в общий каталог или в отдельную базу данных, там краеведческих, как бы, если у вас что-то ведется. И через, опять же, например, метаданные мы можем сформировать определенный ресурс, да, с указанием как бы ссылок уже непосредственно на само мероприятие, информацию о нем и так далее. И так Да, далее. в принципе, это тоже интересно. Вот у нас, например, в библиотеке есть такое опыт. При создании виртуальных выставок мы используем аудио файлы, мы используем видео, и мы используем как раз еще ссылки на нашу полнотекстовую электронную библиотеку. То есть, да, тут это вполне возможно. Вполне возможно тоже. Может быть, вот как раз именно при помощи виртуальных выставок на первом этапе как бы пока хотя бы через виртуальные выставки как раз показать наши полные тексты, оцифрованные, вот как вариант тоже. Потому что сразу же я понимаю, что про полнотекстовые библиотеки сейчас я говорить не буду, потому что форматы у всех разные, все разное, поисковик разные, все разное, поэтому я думаю, что это долгосрочная все-таки наша работа, не сегодняшнего дня. Я предлагаю те варианты, которые сегодня более-менее осуществимы, скажем так. Вот это, наверное, по порталу все. Но по мероприятиям я что могу сказать по онлайн-мероприятиям? Ну, тут Татьяна Александровна нам все рассказала. Я думаю, что это более все-таки достижимо. Формы могут быть совершенно разные, но мы можем, как вот предложение, это, я думаю, что и другие библиотеки то же самое, что творческие встречи
с удмуртскими писателями, с народными писателями Удмуртии. Я прошу в онлайн-режиме. прощения, Ирина Владимировна, у нас очень время поджимает, поэтому есть еще желающие что-то сказать и прокомментировать? Да, только коротко, пожалуйста. Да, день добрый. Я представляю Национальную библиотеку Янао, Ямало-Ненецкого автономного округа. И у нас, мы как знали, что Республика выйдет с инициативой такую ассоциацию создать, и готовились целый год, прям чувствовали. У нас есть портал, он называется «Литературная карта Ямала», Харей. На этой литературной карте, если вы в интернете забьете в поисковике ЛИТ-89, вы сразу туда войдете, собраны все наши авторы ямальские, и тех, которых уже нет в живых, и молодые совершенно ребята, которые даже школьники, пишущие. Соответственно, можно найти по фамилии, по персоналии, можно найти по названию произведения. И там собраны все, что мы смогли раздобыть в течение года произведения. Они не только на языках, они и на русском языке. То есть есть авторы, то есть автор пишет и на родном языке, например, на коми-языке или на ханты-языке. И он также пишет и на русском языке. Помимо писателей собраны еще публицисты, краеведы, то есть все, что только можно, мы готовы влиться. Я думаю, что это будет, тем более, что там можно скачать любое произведение в формате PDF. Добрый день. Вопрос такой. Я не являюсь, конечно, специалистом в финно-угорской тематике никоим образом, но у меня такой вопрос. Вообще в Российской Федерации существует два больших индекса. Это проект Либнет и, соответственно, проект Орбикона Марс. Насколько я знаю, все крупные библиотеки, в том числе и областные, чудно в этом участвуют. А не исследовали возможность использования ресурсов этих двух больших индексов для создания этого самого свободного каталога? Я так понимаю, нет, да? Просто коллеги из РНБ предлагали использовать свою коллекцию в качестве основы. У меня что-то есть такое предположение, конечно же, что то, что содержится в этих двух индексах, возможно, даже более обширно, нежели коллекция РНБ. Тем более, что, собственно говоря, работа-то с этими индексами, она по большому счету ведется уже много-много лет и, в общем-то, отлажена. Нет, коллеги, да, я думаю, что нет, мы в Либнете не индексируем, мы просто каталогизируем, получая свой обязательный экземпляр, и по правилам каталогизации четко следуем, да. Так, и вы предполагаете, что мы берем оттуда готовые... Нет. Может быть, никто не сравнивал, это надо посмотреть. Вы знаете, надо посмотреть. Дело в том, что Ирина Всеволодовна, когда говорила, да, там был такой момент, нам надо провести паспортизацию. Обязательно, да, посмотреть, у кого что есть. Начать с этого. Да, совершенно верно, мы не спорим. И я хочу сказать, прежде чем приехать сюда, и мы разбирались с этой темой, мы обнаружили у себя какие-то недоработки. Собственно, я не отрицаю, что нужно обязательно разобраться еще с домашними ресурсами, у кого что есть, и дальше уже что мы можем предложить друг другу. Можно я еще дополню? Я представляю Республику Марий-Эл, и мы в этом году участвовали только в рамках проведения онлайн-мероприятий, и мы чувствуем, что действительно этот опыт полезен, он нужен для наших читателей и для самих сотрудников. И я вижу встречи эти онлайн в рамках, конечно, знакомства с творчеством писателей, да, финно-угорских народов, прежде всего, это литературные встречи, и вполне возможно какие-то взаимные визиты писателей именно в библиотеке, не в какие-то другие центры, да, там
как, например, были Дни марийской культуры, да, которые проходили на разных площадках, а именно в библиотеке такие встречи организовывать, потому что они действительно показывают свою востребованность. Что касается информационного обмена, мы сейчас переходим на новое программное обеспечение, вот наш регион, поэтому в этом отношении нам немножко затруднительно сейчас переходить, да, вот присоединиться к процессам в области информационного обмена. Но мне кажется, все-таки регионы должны или могут предоставить наиболее такие полнотекстовые кровеческие ресурсы, самые важные, такие наиболее значимые, не все подряд, например, да, а начать с каких-то очень важных, значимых, да, это не электронный каталог, а именно тематические какие-то полнотекстовые коллекции, либо ресурсы, которые могут стать достоянием для всего финно-угорского мира, а потом уже вот переходить уже к таким коллекциям более узким, да, рядовым, частным коллекциям, а именно начать с паспортизации именно значимых коллекций для конкретного региона и предоставлять вот такие сведения в первую очередь. Хорошо. Спасибо большое. Мы выслушали много полезных предложений. Они требуют еще осмысления. Я думаю, у нас велась видеозапись сегодняшней форсайт-сессии. Видеозапись будет предоставлена тем коллегам, которые не смогли здесь присутствовать лично. И резолюцию мы будем еще обдумывать, и предложения будем принимать в течение недели, да, еще следующие. В течение следующей недели какие-то свои, может быть, какие-то появились новые мысли, новые предложения, которые сейчас не прозвучали. Мы будем ждать, и потом окончательный проект резолюции утвердим. На этом мы подходим к концу. Я даю слово Ольге Рудольфовне Мифтаховой для завершения нашего мероприятия. Уважаемые коллеги, уже все устали, но я думаю, что мы очень полезно провели время. Мне, во всяком случае, было очень полезно послушать все, что здесь сегодня говорилось. Но у меня есть такая ремарка. Очень много говорится о словах таких, например, создание консорциума, объединения, союза и так общества финно-угорских. Вы понимаете, сейчас мы даже не думаем о какой-то правовой форме вообще. Рассматривается эта деятельность только в контексте проекта, совместного проекта. Потому что, вы понимаете, он не имеет никакого статуса, он не имеет своей структуры, понимаете, он не имеет финансирования. То есть говорить о том, чтобы вести какую-то... Мы все заняты своей библиотекой, своим регионом, создаются модельные библиотеки. Мы на разрыв, вообще национальные библиотеки региональные сейчас работают на разрыв. И вот в этих условиях мы просто понимаем, что так назрела необходимость знать своих родственников, вообще с ними задружиться и на самом деле быть родственниками, что хотя бы что-то начинать осуществлять. Я сегодня услышала очень много полезных для себя вещей как руководитель. Я поняла, что это целевая, очень настойчивая, очень серьезная и очень компетентная работа. А значит, это должен быть штат работников, специалистов, которые должны эту работу вести очень последовательно. Услышала слова от Юси Пеки тоже, что это терпение, терпеливость, последовательность, поступательность. Услышала слова от простого к сложному. То есть мы двигаемся опытным путем, потому что у нас ни у кого такого опыта нет. И поэтому, конечно, мы все слушаем, что вы говорите, но я каждый раз перекладываю на возможности конкретной маленькой библиотеки. У нас в связи с ремонтом еще такая идет оптимизация, что очень сложно вообще сейчас просто говорить. Но я уверена, что если у нас у всех есть общее желание такое, да, и надо двигаться вперед. Потому что если не двигаться и каждый раз делать поправку на свои возможности, то мы никогда ничего не сделаем. Я просто, завершая сегодняшний день, очень благодарна, что вы приехали, во-первых. Просто мне настоящее удовольствие получила от профессионального разговора. Я очень удовлетворена сегодня тем, что сегодня такое представительство федеральных экспертов у нас. Вы понимаете, мы без вас, ни Российская национальная библиотека, ни президентская, ни библиотека, партнер наш, родственник, финская библиотека национальная, без Российской государственной библиотеки. Вы понимаете, вы настолько важны для нас. Вот вы сегодня столько продемонстрировали образцов, опытов, предостережений, показали нам, как двигаться в этом направлении, что я думаю, что мы только рассчитывая на вашу поддержку,
можем сделать что-то очень хорошее, полезное и нужное не столько даже для нас, а для наших читателей. Поэтому я очень вам благодарна. У нас есть маленькие комплименты для вас. Позвольте вручить. Я понимаю, что может не вовремя, но никогда не вовремя. Вот. Это нашим модераторам огромное спасибо за работу. Это очень вкусный комплимент. Да. Спасибо. Это нашим федеральным экспертам. Замечательно. Я думаю, что мы только начали еще работать, и все поймем и получать. Да. Спасибо вам большое. Лотты нет, да? Она завтра будет, и завтра включим. Спасибо большое всем. Может быть, кому-то показалось по-другому настроение сегодня, но мне кажется, что разговор в любом случае был просто полезным. Вам есть что привести, рассказать. Конечно, вот запись, которую вы получите, мы все, ее несколько раз еще нужно будет посмотреть, потому что с одного захода, наверное, целиком не объять всю проблематику, которая была сегодня озвучена. Ее надо разобрать. И только тогда, когда вы сможете выбрать оттуда самые зерна необходимостей, только тогда уже сформулировать свои предложения. Это просьба. Потому что даже если вы все это выскажете, мы не сможем все принять к исполнению. Мы все равно только выберем, учитывая наши возможности. И напишем вам. Мы очень благодарны за предложение, но давайте мы вот ваше это предложение отодвинем на такой-то срок, вот это предложение на такой-то срок. Мы только начинаем. И я думаю, что мы встретимся с вами еще не раз в течение этого года, и встретимся еще, может, дай бог, на 4-м форуме, и еще уже более конкретно и предметно обсудим итоги нашей работы за год. Я думаю, что вы нам это поручите. Давайте мы выразили поручить эту работу организовать и довести всем партнерам, что нами сделано. Хорошо? Вот это запишем. Спасибо вам огромное. Я желаю вам приятного вечера. У нас такой сейчас еще вечер приятный. Сейчас давайте мы всех друг друга полюбим, и еще задружимся, и еще пообещаем, что мы будем вместе дальше.